Всем здравствуйте, это компания Прогресс Авто, и сегодня у нас на обзоре долгожданный экскаватор Yanmar YB25. Экскаватор у нас на металлических гусеницах, естественно с ковшом довольно-таки объемным и с отвалом. Давайте посмотрим на его состояние. Сразу видим, что фары работают и горят. Делает этот теплый день, точнее не такой же теплый, но тем не менее светлый день, еще ярче. Пройдемся по гидравлике. Гидравлика в принципе сухая. Здесь у нас идут гидроцилиндры. Цилиндры тоже без каких-либо повреждений мы видим. Люфтов тоже никаких не наблюдается. Что касается самого экскаватора, давайте посмотрим на его наработку. Так, плохо видно, кажется, 863 моточаса у него наработка составляет. Вес данного экскаватора 2,5 тонны. Ну, немножко о функциях. Я думаю, что любой оператор экскаватора знаком с этими функциями побольше меня, но тем не менее вкратце пробежимся. Здесь у нас ручной газ, в принципе, как и на тракторе. При помощи вот этих рычагов мы осуществляем непосредственно движение вперед-назад и повороты. Насколько вы знаете, если я нажму один рычаг, то экскаватор, извиняюсь, будет поворачивать. Если два рычага, то мы тронемся вперед. Все прекрасно работает, все ездит. И при помощи данных рычагов мы будем управлять непосредственно самой стрелой, самим ковшом. Здесь, кстати, также есть вот такие вот стопоры, чтобы не наделать лишнего при движении. Просто вставляем сюда такие замки и получается начинаем движение. Обзор краткий. Обзор в принципе идет о состоянии общем данного экскаватора. Про функции долго заморачиваться рассказывать не будем, так как будет еще более подробный обзор этого экскаватора, который не влезет у нас на YouTube. Кстати, ширина от края до края по гусеницам у нас составляет 143 сантиметра, даже 144. Вот, да, о чем я говорил? Я говорил о том, что мы предоставим более подробный, развернутый обзор со всеми его функциями, со всеми тестами по ссылке. Кстати, ширина отвала 145 сантиметров по ссылке, поэтому не стесняйтесь, запрашивайте ссылку в комментариях, мы будем вам скидывать ссылку в WhatsApp или куда угодно. 38 сантиметров у нас получается высота отвала. Так, расстояние между пальцами. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вычислить глубину копания. Итак, первое расстояние у нас метр. Расстояние от верхнего пальца до низа ковша 180 сантиметров. Подожди. Кость, вес пальцы делаем, потом уже получится. Так, и расстояние между вот этими пальцами у нас 115. Так, и получается у нас глубина копания метр плюс метр 80. Метр плюс метр 80, 2,80, да. 2,80. То есть глубина копания считается как? Вот между этими пальцами, а также по ковшу. Ширина ковша у нас 44 сантиметра. Высота 58 сантиметров.
и глубина. И глубина 44. Перемножаем все эти данные, получаем объем ковша. Вот такой вот экскаватор у нас поступил в продажу, приехал с аукциона Японии, без пробега по России, в России не работал, все запчасти оригинальные японские, компания Progress Auto специально для вас. Вот наши номера и контакты. И для более подробной информации пишите нам в комментариях. Всем пока!